Карпец. Владимир Карпец называется. А? Какая грязная у нас машина. Надо будет где-то ее, я не знаю. У нас ведерка нет, а бутылка есть же, да? И потом спустимся до маленько. Хоть стекла помыть, окна, да? На той стороне. Ну да. Или уже довели это? Да прям 3 секунды помыть окна, это вообще. Дядя, мы вернемся. Да, друзья. Путешествие не из легких. Честно говоря, уже маленько подушатала вся эта дорога, блин. Грунтовая. Фронтовая. Еще одна очередная переправа. Здесь Вилюй уже очень широкий. Здесь прямо, блин, ну, наверное, метров 500-600 на ногу. Ширина дороги. Ой, ширина Вилюя. Ребята интересуются. Как часто вы путешествуете на автомобиле? А мы, честно говоря, первый раз вот за 2 года решили путешествовать. Просто-напросто голова аж кружится. У нас непростая повестка в Якутск. Кто знает, конечно, цель нашего путешествия, тот знает. А пока это небольшая интрига. Мы едем в Якутск не просто так. Я не буду вам рассказывать, почему. Нам самое интересное будет сам Якутск. И обязательно переправа на ту сторону, да, через Лену. Мы переправимся на Нижний Бестях и там уже снимем наше дальнейшее. Я вам там расскажу, в чем причина нашего путешествия. Так, смотрите, друзья, какая у нас автострада здесь. Это просто, блин, вообще какой-то шикардос. Вот из Дербы мы выехали, проехали километров сколько? Вот 20-30, наверное, да? И вот он, мост через Марху. Маленечко, так сильно не торопись, Анатольевич. Можно я вот так вот сниму? Ну, да, Марха широка, конечно. А дорога шикарная. Да, друзья, вот это, конечно, шикардос. Здорово, да. Ну, извините, грязные окна, но ничего страшного. Главное, что мы вам покажем, что вот наконец построен мостовой переход через реку Марха. Раньше мы только на паромах плавали, больше никак. Ну и дорожка, конечно, соответствующая. Жаль, что она скоро закончится. А так бы до Якутска. Эх, и одним махом 776 километров еще осталось. Дэй какой-то, я не знаю, что это. Река Канал. Что это за район, я даже не знаю. А, вот там есть что-то, какая-то стелла стоит красная. Посмотрим. Одей. Одей. Вот такой поселок Одей. А не Одей? Не знаю, Одей или Одей. Разница-то особо небольшая. Стелла стоит. Ну, это все традиционные вот эти вот национальные парки, где отмечают праздники, где традиции, короче, свои чтут и соблюдают все традиционные праздники, все их отмечают в специально отведенных местах. Вот и все, село Одей кончилось. Вышли маленько размяться. Фу, ужас какой-то, блин. Конечно, тяжеловато. Мы почти 450 километров почти без остановки. Если не считать остановки, которые просто там вынужденные на паромы и так далее.
Вот такой вот, смотрите, песок. Просто песок. Анатолий говорит, что-то машину таскает. Ну как ее не будет таскать, смотрите. Как на пляже. А природа какая шикарная, блин, вообще. Красота. Сейчас спинки маленько разомнем, да я поведу. То Анатольевич, блин, героически 450 км проскакал. Оп. И респект ему, как говорится. А вода сразу облепили машину. Ну, благо нас не трогают. Ветерок хороший, нормально. Ну все, поехали дальше. Так, мы сейчас заезжаем на понтонную переправу. Видите, здесь уже мост вот-вот скоро будет. Но пока его нет, работает понтонная переправа. Анатольевич говорит, что он уже здесь давным-давно так и был. Ну, даже рыбачки есть, смотрите. Красавцы на спиннинге что-то ловят. Опа, вот это здесь, вот это, блин, здесь заковыка. Надо потихонечку. Оп, по гребешкам, как говорится. Вся красота. Все, проехали. Это что за река, не знаешь? Не знаю. Ну, какая-то не очень большая река, раз ее понтонами достаточно было перегородить. Все, едем дальше. Прибыли еще на одну паромную переправу. Пойдем глянем, что там творится. А, вот все. Наверное, у них перерыв, может быть, был какой-то. 3 парома стоит. Идет погрузка. Какой красивый трактор, блин. Интересно, он музейный экспонат или брошенный какой-то? Соточка, по-моему, да? Может, даже на ходу. Да, здесь Вилюй широкий, еще шире, наверное, здесь километр с лишним. Погрузочка идет. Идет. Вот такая техника здесь даже есть. Не знаю, что ее вытащили сюда, но, видимо, куда-то будут отвозить с этим, с пропеллером сзади. Фу. Ну а мы готовимся к погрузке. Заезжаем. Не торопись, Анатолий, сейчас. Ах ты, зараза, блин, оса залетела. А, смотрите, таксисты, блин, все. Они лезут и как попало, блин. Такой бардак здесь вообще. Короче, никакой очереди, ничего, просто. Кто куда. Кто первый, тот и успел. Или наоборот, кто успел, тот и первый. Люди, короче, да. Эти, блин, автобусы, блин, лезут друг на дружку. Буксировка нашего парома идет. Офигеть. Катерок такой небольшой будет тянуть нас. Как раз ширина Вилюя в этом месте где-то 1,5 километра. А мы, короче, займем свое место и будем ждать. Так, переправа закончена. На сегодня это последняя, по-моему, переправа. Мы оказались в Верхневилюйске. Заправка в Верхневилюйске. Бензик у нас стоит 53 рубля 92. 34 рубля. Какой?
Никакой. Вообще непонятные цены. Ладно. Что у нас про Верхневилюйск ты можешь сказать? Это что за населенный пункт? Чего? Я не знаю. Не знаешь? Историю Верхневилюйска не знаешь? Нет. Ну вот, Вилюйский улус, поселки Верхневилюйск и Вилюйск связаны между собой автомобильной дорогой. Недавно она частично стала асфальтированной. Указатель на Якутск налево. То есть мы в Верхневилюйск даже заезжать в принципе и не будем. Мы просто едем по объездной. Она асфальт, фига себе. Лафа. Кривой, косой, но асфальт. Песчаники, блин, это еще полбеды. Это хорошая еще, можно сказать, дорога, блин. Когда по пескам носят туда-сюда. А вот когда, блин, свежеотсыпанная и в дождь едешь, особенно перед Сковородино. Вот это я помню ночку, блин. О, я проехал не знаю сколько, блин. Потом вышел, думаю, дай посмотрю колеса. Ну это тьфу, конечно, блин. А оно уже там вот. Чего? Ну оно было уже кончено. Колесо? Да. Низкие. Туда. А оно заднее было. Че она тянет-то и тянет. И, короче, непонятно было. Жаль, это песчаная когда-нибудь закончится. Песчаная дорога. Фу, аж попустило, блин. И это вот, по-моему, до Вилюйска, до самого вот эта дорога такая будет. В всяком случае, очень хочется. Понастроили. Я помню времена, когда вот здесь вот мы просто, блин, ехали на машине. Просто ехали. Песком. По песку. Копали ее, дергали, вытаскивали, потом опять закапывали, блин. Буксовали. А теперь вот эта дорога, блин, вообще тут дачный поселок получается. Тут недалеко, он буквально вот и все, и начнется сам Вилюйск. Смотрите. Опа! И фокус-фокус! Здравствуй, Вилюйск! Где-то здесь есть магазин такой. Помнишь, как он назывался? Кто назывался? Где-то здесь справа. Я забыл. Это такой небольшой магазинчик назывался Тохто. Вот он, магазин называется Тохто. Только он был маленький ларечек, а сейчас уже разросся, смотри-ка. В переводе на русский означает постой. Короче, ничего не поменялось. Я думал, здесь хотя бы дорогу заасфальтировали в поселке. А нет. Вообще Вилюйск очень большой. Я даже не знаю, может это даже город. Улус. Фига себе. Так, там прямо же, да, вроде? Кто-то строит себе коттедж. Нехилый такой. Торговый центр Байдам. О, нифига себе. Как люди-то растут, а? Центр с площадью, с Лениным вместе, как положено. Администрация. Всякое такое здесь в центре. Светофор есть.
Так, а мы куда едем? По главной, да? Или куда? Главной? Да. Право, значит. Ну, это как обычно, бело-синий цвет, наверное, это Почта России. Еще какая-то такая фигня. Дом связи. Ну, понятно. Ростелеком. А вот старинный дом какой-то, смотрите, историческая ценность. В Иркутске такой дом бы, блин, не дали ни сносить, ни разбирать. Один из таких крупных населенных пунктов Якутии и вот с такими дорогами, блин, грунтовкой. Я представляю, какая здесь грязища в дождь. Это просто, блин. Опа. Фу, друзья, мы в Вилюйске заправляемся. Решили залить 20-очку. Как раз освободилось место. 92-й также 56 рублей 70 копеек. Ничего не поменялось. Во всей Якутии одинаковая цена. Саханефтесбыт. Здесь все одинаково. Опа! Маленечко перелив произошел. Пистолет не отбивает. Ну, сейчас зальем. На 25 рублей. Немножечко дольем. Чуть-чуть разлил. Ай-яй-яй. Нехорошо так делать. От этих разных избавиться. От гнуса. А дороги как не было, так и нет. Мы уже, блин, 14 часов в пути, а она все одинаковая, вот такая вот. И она с каждым годом все хуже, хуже, хуже становится. Никто ее не чинит, блин. Она ее только разбивает постепенно, блин, вот это все. Насыпает сверху песка, пройдут грейдером и пипец. Короче говоря, полный пердемонокль, короче. Дороги на Якутск нет. Поэтому если кто-то из вас собирается туда поехать, я вам крайне не рекомендую этого делать. Вот, садитесь на такси, хайс, и езжайте. А свои машины жалко бить. Что это? Еще ехать 465 километров, блин, ну, с такой скоростью, смотрите. Вот. Это максималка, что можно ехать. И то это, что хорошо едем. А бывает, что и... Че, слаломом занимаешься, блин, постоянно. Блин, руки тренируешь. Руки, ноги, да. И вся езда. Пылюка, блядь, ни хрена не видно. Вообще ничего не видно. Ай-яй-яй-яй-яй. Одна машина проедет, ветра нету, блядь, все, пыль стоит. Ой, не знаю, сколько нам еще ехать до Якутска, блин, по времени. Если не начнется асфальт, то, наверное, придется где-то заночевать. Где-нибудь на каком-нибудь пикете. Друзья, наконец-то, блин, за 350 до Якутска, 350 километров до Якутска, грунтовка наконец сменилась все-таки асфальтированной дорогой. Не знаю, насколько это, надолго или нет. Уже вечер, поздно, блин. Еще до Якутска, блин, до хрена. До Бердикистяха хотя бы доехать, может там заночуем. Короче, уже спина отваливается. Блин. Если бы не такая хреновая дорога, если бы не эта грунтовка, мы бы, конечно, были уже в Якутске. Мы, блин, ехали 10, 20, 30, 50 км в час. Это не дело. Дороги нет. В общем, лупим дальше. Трасса А331. Так, интересно, вот в этом Ортосурке, может, здесь кафешка какая-нибудь работает. Ага, это заправка, да? Так, на заправку попали.
автобус с людьми. Это маршрутка. Тамада нефть. Подъедем. Тут магазинчик какой-то есть. Может быть, там есть кофе. Самое интересное, сейчас ничего нигде не работает. Представляете, вот за 1170 километров ни одна кафешка, ни один магазин, ни одна гостинка, ничего не работает. Кафе работаем через окошко написано. Сейчас попробуем. Мы в Артасурте. Смотрите, вечер наступил. Скоро уже ночь, по-моему, около 11. Вон там лошадки гуляют. Лошади балдеют, вон купаются в пыли. Машину маленько он фары сполоснул, чтобы нас видели и мы маленько видели. А так вот. Короче, ни кафе, ни гостиница, ничего не работает. Поэтому едем как можем. Перекусили то, что взяли с собой, и все. Время уже 11:30. Потихоньку темнеет на улице. Люди вот уже на кемпингах останавливаются потихоньку. А мы все едем. Вот смотрите, какой туман. Мы въезжаем сейчас в туман. Нам надо хотя бы до Бердикистяха доехать. Глядишь, там найдем какой-нибудь ночлег. Ну, на крайняк там в машине можно ночевать. Друзья, ну вот такая вот ситуация. Короче, в 4 утра мы прибыли в Якутск на переправу. Нам нужно будет переправиться на пароме на Нижний Бестях. Ну, так как сейчас 4 утра, мы решили немного передохнуть, поспать, потому что мы ехали почти всю ночь до 4 утра. И первым паромом постараемся отправиться на ту сторону реки Лена. Нам нужно попасть на Нижний Бестях. Самая грязная машина, блин, из всех. Самая широкая река из всех, что мы форсировали. За последние сутки, конечно. Вот Лена здесь. Ширина километра 3 здесь в этом месте. Уважаемые пассажиры, в Республике Саха-Якутия участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В целях недопущения распространения вируса мы просим вас соблюдать основные правила. Перед посадкой на судно обрабатывайте руки антисептиком. Друзья, коротко о Нижнем Бестяхе. Это пригород Якутска, только он расположен за рекой Лена. Мы поселились в вот такой гостинке Аллаас. Это, кстати, единственная гостиница на Нижнем Бестяхе. Вообще одна просто, но нету больше.
Нормальная гостиница, недорогая, всего 1800 рублей. Нам обошелся номер на двоих. И что еще? Чай бесплатно входит в стоимость. Душ, туалет, все присутствует. Ну, единственное, это он общий на этаже. Торговый центр Нижний Бестях. Вот такой огромный, здоровенный. В нем есть ДНС. Как обычно, днем пробки, как и везде во всей России, одинаково. Вот такой храм находится в центре. Врать не буду, не знаю, в честь кого он построен, чье имя носит. Мы решили выйти просто немножко прогуляться. На улице сегодня жарище. Нам все равно до вечера здесь мотылят. Вдруг какая-нибудь кафешка работает. А еще нам нужна автомойка, чтобы помыть нашу машину. Она в ужасном состоянии, конечно. После почти 200 километров пробега по бездорожью, пыли, грязи. Чего она только не видала. Но она стойко очень держится. Анатолич, конечно, он в шоке от этой дороги. Он говорит, я еще никогда не видел ее в таком состоянии. Она просто... Это не дорога, это какое-то, блин, направление. Куча, просто куча, один на одном торговые центры. Ну, в принципе, это центр Нижнего Бестяха, но он весь состоит из одних вот этих магазинов и торговых точек. О, арбузы стали продавать. Вон кафешка, вон. Сейчас зайдем, может быть, она открыта. Арбузы в Якутске уже по 70 рублей. Я, честно, не знаю, почем они в Мирном. Ну, по-моему, по 90 были, что ли. Кафе, запах идет, наверное, открыто. Всем крышка. Здесь тоже есть магазин Скиф, оказывается. И магазин Хатуаз, вон там через дорогу. Ну, понятно, они же из Якутска. Надо думать. Всем крышка. Всем крышку. А я думал, всем крышка. Вот он. Скиф. Так, а на чем же у нас ездят люди в городе Якутске? Посмотрите, все старье, блин. Вон взять Белта, Камрюха, Королла. Этот. Забыл я, что там еще. Битцы, Алионы. Вот так вот. Редко-редко встречаются машины более-менее такие годов, хотя бы 12-13 года. А так все старье, блин. У нас как-то в городе с новыми машинами получше, мне кажется. Даже таксисты на более новых премках гоняют. А здесь все старое. Вот. Практически все машины древние, блин. УАЗики только новые. Вот, даже Сузука вон старье. Лексус старый. Не очень, ну такой. УАЗиков, конечно, шквал. И Хайсов. Это любимые автомобили таксистов. Ну, Форик вообще дореволюционный. У нас такой даже редко встретить. Хайс. Ну, это магазин тут. УАЗ Патриот. Нифига себе, прикинь, патриотовский магаз есть. О, тут люди трос покупают. Открутили, померили, отрезали. Алионы старые, эти Ипсумы старые. Короче, Фунтики, Исис. Короче, новых машин-то в Якутске нифига и нету. Разве что на рынке беспробежную можно найти. Так, сегодня уже третий день нашего путешествия. Мы опять спускаемся. Мы в Нижнем Бестяхе, и мы спускаемся к